Саламатсыздарбы? Урматтуу Суроо жооп рубрикасынын көрөрмандары. Кээ бирөө комментарийлер жазат да, кээ бирөө айтат, Илим Карапбеков ушул суроолорду өзү жазып эле, анан өзү эле чыгарып берет болсо керек депчи. Эми азыр могул суроону окуйм, мен билбейм, мен мындай суроолорду өзүм ойлогонго дагы мен фантазиям дагы жетпейт эле, убактым дагы жетпейт эле. Эми анан мунун баарын ойлонуп отура албайсың да. Мен чынында эле, достор, эми 1000 деп айтпайын, бирок бир күндө 100гө жакын суроо келет болсо керек. Жанагы мен тарыхчаларды чыгарганда, же бир ойлорду айтканда 100гө жакын суроо келет да. Мен анын баарын окуй албайм, анан карап көбүрөөк болгон же болбосо кызыктууларын чыгарам да. Мынакей дагы бир кызыктуу суроо. Орусча жазган экен. Орусча окуйм. Здравствуйте, Лимбайке. Прошу прощения за анонимность, но только так я решился обратиться к вам. Мы с вами лично не знакомы, но я давно наблюдаю за вашей работой. Отношусь к вам с большим уважением. Вы для меня человек с открытым умом, глубоким интеллектом и редкой человечностью. Спасибо. Поэтому именно вам я решился написать. Мне скоро 42. У меня семья, работа, все как у людей. Но это только оболочка. С юности я живу двойной жизнью. Я бисексуальный мужчина, и всю жизнь с 18 лет я был вынужден скрывать, кем являюсь на самом деле. Я носил маску. Я пытался быть как все. Я даже добился в этом успеха. Снаружи нормальная жизнь, внутри борьба, страх, одиночество. Я решил написать об этом на кыргызском языке. То, что получилось, это повесть, а по сути сборник рассказов о моей жизни. Это, возможно, первое ЛГБТ-произведение на кыргызском. Местами откровенное, местами болезненное, но абсолютно честное. Среди моих партнеров, и это важно, были политики, спортсмены, мулы, артисты, судьи, прокуроры, мафиозные фигуры и простые люди. Это не сенсация, не попытка разоблачить. Это отражение реальности, которую наше общество категорически отказывается признавать. Эти люди живут среди нас, они влиятельны, они известны, они молчат, и я тоже молчал. Теперь я на распутье, можно ли это публиковать в интернет-платформе? Общество готово? Или будет агрессия, травля, угроза, или наоборот? Это тот самый голос, который давно пора услышать. Я обращаюсь к вам не как к эксперту, а как к человеку, которому доверяю. Спасибо большое за доверие. Но я хочу, почему я вытаскиваю вот это время от времени, там у нас есть рубрика, там, где человек признается, что он гей, вот сейчас человек признается, что он бисексуал, и эти вещи я вытаскиваю, чтобы читателям, моим зрителям было ясно, что наше общество разнообразно. Любое общество, оно разнообразное. Любое общество, там есть все. Там есть и голубые, там есть и бисексуалы, там есть и лесбиянки, там есть разные. Там есть очень много неформалов. Неформалы — это люди, ведущие образ жизни, который немножко отличается от общего течения, от общего тренда, так скажем, да? Их у нас очень много, но в силу различных обстоятельств очень многие люди, они скрывают свою, реальную сущность. То, как их либо природа создала с рождения, либо то, каким они стали в силу разных обстоятельств. В первую очередь это, конечно, угроза безопасности. Безопасности своей жизни и здоровья. Это у нас есть. И это в первую очередь, ну и так далее. Там очень много. Другое там, что ему потом некомфортно жить ради того, чтобы, вот как этот человек говорит, скрывать, чтобы в этой жизни, в этом обществе нормально жить. У нас традиционное общество, придерживающееся традиционных таких устойчивых взглядов, которые идут у нас с древности. Это которые основаны на традиции, на обычаях и так далее. И плюс к этому налагается и религиозность. У нас подавляющее большинство — это мусульмане, и, соответственно, живут на
основе ислама. И, соответственно, на этот мир смотрят через призму ислама. И их большинство. Но, конечно, люди либо не замечают, либо не хотят замечать, либо не признают, что в нашем обществе есть вот эти люди. Голубые, бисексуалы, лесбиянки и так далее. Они есть в любом обществе. Просто в нашем обществе, например, в глубоко традиционных обществах, глубоко религиозных обществах это все скрывается, потому что это чревато. Потому что человек просто станет изгоем этого общества, если, конечно, он останется живым. И в нашем обществе тоже это не приветствуется. Вы же знаете, что, вот я сейчас обращаюсь уже к автору, вы же знаете, что есть гонения, есть насилие в отношении таких людей. И обычно такие люди у нас либо скрывают свое истинное происхождение, как вы это делаете. Вот вам 42, и все эти года вы это скрывали, и дальше продолжаете скрывать. Живете, как вы сами говорите, с двойной жизнью и так далее. Потом говорите, что среди ваших партнеров были политики, спортсмены, мулы, артисты, судьи, прокуроры, мафиозные фигуры и простые люди. Это тоже факт. И таких очень многих мы знаем. На самом деле официально мы это не можем сказать, но мы это обсуждаем. Мы обсуждаем, люди часто обсуждают. Вот я слышал, что очень часто слышал, что среди депутатов Джоркинеша есть голубые, которые это все скрывают, но достаточно многие люди это знают. Ну, так говорят. Я не знаю, так говорят. Ну, допустим, когда я на телевидении работал, я тоже таких людей, ну, как-то они мне не признавались, но я как-то, исходя из их поведения, походки, из их разговоров, я как-то замечал, что это немножко люди нетрадиционной ориентации. Но, так как, допустим, я сам традиционной ориентации, я сам гетеро, как-то на эти вещи не обращал внимания и не пытался с ними, как говорится, на откровенность, выходить и разговаривать, потому что, ну, не видел в этом смысла. Ну, я думаю, что очень многие психологи, которые у нас работают популярно, они знают, что таковые есть, и, возможно, с этими психологами эти люди работают. А так, то, что такие люди есть и среди депутатов, и среди политиков, и среди спортсменов, и так далее, и так далее, мы все так или иначе, мы это все знаем, и мы понимаем, и это нормально. И то, что вы говорите, вот если я напишу, как это будет? Это будет скандал, будет ли агрессия, травля, угроза, или наоборот, это тот самый голос, который давно пора услышать. Я не согласен только с последним. Я не думаю, что это тот самый голос, который давно пора услышать в этом обществе, и что в этом обществе там какое-то большинство там начнет аплодировать и так далее, и так далее. Мы более того, мы сейчас даже от либерализма отходим. А в либеральном обществе, наверное, в какой-то мере такие голоса, они бывают услышанными, такие голоса, они принимаются, такие голоса, они обсуждаются, и как-то их проблемы выходят на общественное обсуждение, и там стараются там как-то обратить на них внимание и более внимательно отнестись к их проблемам. Но в нашем обществе это, безусловно, будет воспринято очень негативно. Если там, допустим, люди узнают, что это именно вы написали, если эта книжка будет, я думаю, что будет шум большой. Вы же видите, что не то, что там, допустим, про ЛГБТ-признание или еще что-то, а вот фигуру Зевса и Посейдона там поставили в Балче возле пирса, и сколько обсуждений, сколько негатива было в отношении этих ребят, бизнесменов. Не то, что там, то, что вы говорите, что вы сейчас начнете писать про ЛГБТ-часть нашего общества. Это есть, и разумная часть наших людей понимает, что это есть. Мы просто не знаем масштабов, на сколько процентов есть, и у нас же эти вещи там нигде не регистрируются, нигде не фиксируются. Мы примерно подозреваем, примерно знаем, по общей статистике знаем, которые приводят там, допустим, другие страны и так далее. А так, конечно, мы этого точно не знаем. Но все предполагают, что это есть. Но в любом случае, если вы это все напишете, то я единственное могу сказать следующее. Вы должны понимать, что ваша безопасность, ваше здоровье,
Он будет подвергаться большой-большой опасности. Большой-большой опасности, потому что наше общество сейчас вообще никак не готово это принять, никак не готово это обсуждать, никак не готово к этому с пониманием отнестись. Поэтому, если вы это хотите написать, это должно быть просто очень страшно анонимным, ну, конфиденциальным, да, чтобы там люди понимали, что, это, именно, что это не вы это написали. Ну, я не знаю, понятия не имею, как вы это все напишете и как вы это все потом опубликуете, будете распространять, потому что, ну, это все рано или поздно там до источника, я думаю, что доберутся, где она была напечатана, как она привезена, эти там, допустим, брошюры и так далее. Или вы, допустим, в интернет скинете, ну, может быть, у вас получится в интернет анонимно скинуть, но таких анонимных на самом деле очень много сообщений в интернете, почему нет, но если вы там где-то собираетесь открывать завесу над теми людьми, которые также являются бисексуалами, если вы собираетесь открывать завесу тайны над тем, кто вы есть, я думаю, что ну, у вас будут очень большие проблемы, и вы к этому должны быть готовы. А так, я никак не могу вам ни рекомендовать это, не публиковать, ни рекомендовать это распространять, потому что это ваше личное дело. Почему я это вытащил сюда, на YouTube, чтобы еще раз показать, что у нас общество абсолютно разнообразное, и не может быть такого общества. Нету такого общества, когда, допустим, здесь все правоверные, и там нету голубых лесбиянок и так далее. Там 100% в супер закрытых обществах тоже есть и нетрадиционные люди с нетрадиционной ориентацией. Это тоже факт. И там часто такие вещи выходят. Вон там в Иране находят, в Афганистане там и так далее, и так далее. Часто они выходят на шариатский суд и проводят очень жестокие расправы над такими людьми. Вот. А другое дело, что эти люди не хотят воспринимать эти вещи, и они говорят, признают это болезнью и стараются либо лечить, либо наказывать это. Ну, я надеюсь, что когда-нибудь в будущем мы придем к там более а, такому а, широкому пониманию и такому более толерантному отношению к этим вопросам. Но я не думаю, что при моей жизни это случится, ну, в нашей стране. В нашей стране при моей жизни я предполагаю, что никаких изменений в части толерантности к людям нетрадиционной ориентации не будет. Там изменений не будет. Там все останется. Может быть, где-то в будущем мои праправнуки, может быть, такую толерантность увидят, но не сейчас. Там в "Гладиаторе", фильм заканчивается очень, хорошей фразой: "Not now, not now".